Недавно, с 12 по 21 октября в городе Пусан, в Южной Корее проводился 22-й международный кинофестиваль. В его программе 298 фильмов из 75 стран мира. На этом крупнейшем кинофестивале Азии впервые якутское кино было представлено в специальной программе «Саха-кино. Мир магической природы и мифов». До этого на Пусанском кинофестивале отдельные программы делались только на целые страны или сообщества стран. Были специальные программы колумбийского кино, грузинского, Средней Азии, Казахстан, Кыргызстан, индийского, китайское кино и других. Об этом замечательном событии мы попросили рассказать автора и координатора этого проекта, продюсера, руководителя Саха-киноклуба Сардану Савину. Подготовка к этому проекту заняла достаточно большое время. Мы готовились где-то 5 месяцев, даже, может быть, чуть больше. Я, наверное, до этого давала в СМИ информацию о том, что этот проект получился благодаря тому, что в прошлом году впервые в истории якутского кино дебютная картина Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» приняла участие в официальной программе конкурсной под названием «Flash Forward», где обычно отбираются картины победителей крупнейших европейских и американских кинофестивалей. Но дело в том, что страна наша, Россия, воспринимается Кореей больше как европейское государство, видимо, поэтому наша картина была отобрана в эту программу, в эту секцию. И вот, находясь на Пусанском кинофестивале в прошлом году, это был 21-й кинофестиваль, нам посчастливилось познакомиться лично с программным директором Ким Джи Сиоком, который был очень впечатлен картиной и, скажем так, не отходя от кассы, сразу предложил возможность организации такой вот специальной программы, посвященной якутскому кино. Конечно, мы не могли отказаться от такого предложения, потому что это уникальная возможность представить на таком большом азиатском кинофоруме не только свое кино, но и свою культуру, язык. Поэтому мы, конечно, приняли это предложение. Но, к сожалению, какое-то время спустя, весной этого года, в Каннах скончался как раз-таки вот Ким Джи Сиок, программный директор. И я, честно говоря, была не уверена, что программа состоится, потому что он один из таких самых главных людей в дирекции кинофестиваля, человек, который решает, какие показы, какие программы могут состояться. И немножко такое расстройство продолжалось где-то порядка месяца, и вдруг мне написал отборщик Джин Пак, который заявил, что он едет в Якутск. Все-таки программа состоится в память о программном директоре их, который устоял у истоков Пусанского кинофестиваля. И в память о нем мы должны доделать эту программу. Он к нам приезжал, это было в мае как раз, и все лето мы работали над этой программой, потому что в первую очередь не только отбирались картины, которые бы показывали становление и развитие якутского кино, но и параллельно мы писали книгу о якутском кино. Для нас это большой, скажем, такой вот опыт, потому что, если так проанализировать, до сегодняшнего дня нет книги о якутском кино на русском языке, да? А тут впервые мы пишем, получается, книгу не на русском языке, а на английском языке, и переводили ее корейская сторона на корейский язык. Вот. 5 месяцев мы готовились, отправляли ссылки, отсматривал отборщик много работ. И его задача была, я, конечно, думала, что он отберет какие-то новые картины, но он поставил задачу, что он должен показать именно становление и развитие от начала до сегодняшнего момента. Мы постарались сделать так, чтобы программа была очень интересная, разнообразная по жанрам, по хронологии. Поэтому начинал, скажем, одна из старых работ якутского кино, это вот «Мапа» была представлена, «Саилык». Я очень горда, что «Саилык» попал в эту программу, потому что «Саилык» как раз-таки является той картиной, очень четко отражающей именно вот настоящий дух якутского кино. Мы знаем, что телевизионщики в свое время начинали вообще движение якутского кино. Жаль, что с нами нет сейчас режиссера Анатолия Васильева, но в память о нем, об актерах, которые играли там, мы очень рады, что эта картина была показана. С нами, значит, ездил сценарист Семен Ермолаев, писатель, известный драматург, представил эту картину. Ну и затем по хронологии у нас были картины такие, как «Кескиль», из полнометражных «Кескиль», «Тылбаран Тухары», «Беглый», «Кюрёях» по-якутски, да, и картина «24 снега» и его дочь. Из короткометражек мы
отобрали вот с отборщиком Джинпаком, получается, картину Маппа, Балыксыт, Масат, Биттени, получается, да? И Телерию, да, кстати, вот очень интересная работа Геннадия Багананова, который тоже, может быть, кто-то не видел вообще, но мы как раз ее смотрели в киноклубе и очень были тоже горды представить эту картину на Пусанском кинофестивале. Вот. Может быть, у кого-то будут вопросы, почему, например, Кескиль, такая жанровая картина в комедии была отобрана, но дело в том, что когда мы писали книгу, у нас очень четко стояла задача показать вот вехи развития якутского кино, и как раз мы знаем, что Детсад в свое время именно развил вот коммерческое кино, именно жанр комедии, поэтому они должны были быть представлены. И самая яркая картина, конечно, вот это Кескиль 2, который в памяти у всех зрителей. И герой, которого создал актер Михаил Борисов, конечно, он сейчас является народным героем, и все о нем знают. Поэтому нам очень хотелось, чтобы как раз эту картину увидел и корейский зритель. Ну, что я могу сказать? Мы очень рады, что у нас все получилось. Мы представили и книгу, и показы устроили, все 19 картин. У нас была специальная дискуссия о якутском кино. С нами был киновед Хонг Сангву, профессор университета корейского. С нами были переводчики. И на дискуссии со мной как раз вот сидел наш российский киновед Сергей Анашкин, который очень помог с книгой, был одним из редакторов книги. И как раз вот режиссер, представитель, скажем, нового поколения якутских кинематографистов, это Татьяна Эверстова. Как раз после ее показа состоялась эта дискуссия. В течение часа задавали зрители вопросы, мы рассказывали вообще, что такое якутское кино, где вообще находится этот регион и так далее. Было очень приятно слышать и видеть, как зрители заинтересованы, задают очень интересные вопросы. И я могу сейчас сказать, что после этой программы, конечно, мы должны сделать для себя конкретные выводы, потому что якутское кино уже выходит на совсем новый уровень. Мы должны держать именно эту марку, потому что сейчас вот Пусанский фестиваль, которым я сейчас уже продолжаю работать, получается, они будут, во-первых, ежегодно запрашивать новые картины, будет интересно. Но дело в том, что это не только Пусанский кинофестиваль был представлен, да, в смысле дирекция кинофестиваля была вот на этом большом кинофоруме, но и, как мы знаем, вообще Пусанский кинофестиваль является огромнейшей площадкой именно Азии, куда стекаются отборщики не только с азиатских стран, но и со всей Европы, Америки и так далее. То есть мы лично познакомились с представителями различных кинофестивалей, с режиссерами, с продюсерами. Было очень приятно видеть и слышать, что они тоже заинтересованы. Многие уже просмотрели каталог, увидели нашу программу. Их очень это впечатлило. И уже есть конкретные предложения по поводу того, чтобы потом представить наше кино уже на других кинофестивалях, на других площадках, скажем так, да, в других странах. Вот. Ну и я очень хочу, чтобы якутское кино в дальнейшем также продолжалось развиваться. Очень хотелось бы, чтобы была все-таки очень такая мощная, серьезная поддержка со стороны правительства. Поддержали именно не только, скажем, вот кино, которое поддерживается государством, но и кино так называемое независимое. Потому что если посмотреть внимательно программу, то большая часть из них состоит именно из кино представителей независимого кино. То есть это те режиссеры, те кинематографисты, которые снимают фактически фильмы на свои деньги. Ага. Вот. И я думаю, что вот сейчас какой-то вот переломный момент в якутском кино, когда все-таки нужно серьезно обратиться к этому виду искусства, потому что это на самом деле кино, как сказать, кино все-таки это очень такой современный язык, он может быть понятен в любой точке мира, и, например, кино, скажем, ты его снял и можешь показать по всему миру, то есть здесь меньше затрат получается, да, то есть таким образом ты как раз-таки вот работаешь над имиджем своей страны, своей республики в целом, ты можешь показать вот этим фильмам, опять же, культуру своего народа, язык, дать послушать зрителям язык якутский, да, то есть мы таким образом делаем промоушен, продвижение как раз-таки нашего региона и культуры. Пусанский международный кинофестиваль – это фестиваль класса А, и мне кажется, сделан очень большой шаг якутского кино, что в рамках этого фестиваля показали 12 якутских фильмов. И мы очень рады, что лично приехали Татьяна Эверстова, Степан Бурнашов, я, Семен Ермолаев, и представили свои фильмы корейскому зрителю. И судя по вопросам, которые они задали нам, им очень понравилось это. Во-первых, они поняли, что мы, как азиаты, родственны по каким-то своим обычаям, параметрам, может быть, даже менталитетам.
И главное, организаторы фестиваля поняли, что у нас азиатское кино. Дело в том, что Россию воспринимает не как азиатскую страну, поэтому очень сложно участвовать в конкурсной программе. Теперь, когда мы представили такую программу якутского кино, организаторы, эксперты, критики поняли, что в России живет много народу, в том числе народу, которые создают и представляют азиатское кино. Поэтому в будущем, мне кажется, и надеюсь, что правила изменятся, и мы сможем уже участвовать в конкурсной программе. Фестиваль действительно очень большой, программа очень серьезная, участвуют многие звезды мирового кино, режиссеры, сценаристы, операторы. Было очень много общения, знакомств. И результатом нашего участия в этом фестивале, я думаю, что, во-первых, мы открыли дорогу для якутского кино. Во-вторых, мэрия города Пусана хочет, чтобы мы в следующем году провели в рамках Олимпиады неделю якутского кино. Это тоже, я думаю, большой результат. И познакомились с некоторыми экспертами данного фестиваля, которые очень заинтересованы в будущем представить наши фильмы в программе данного фестиваля. Поэтому мы благодарим организаторов Пусанского фестиваля, что они дали такую возможность участвовать в таком фестивале мирового уровня, где участвует очень много стран. И таким образом, я считаю, что мы вышли на мировую киноарену. Ну, фестиваль мне очень понравился, потому что все-таки тут собирается со всего мира очень глобальный фестиваль класса А. И мне очень было приятно тут представить свой фильм. Это была у меня международная мировая премьера. Так что я очень рада, что сюда попала. Конечно, большое спасибо Сардане Савиной, которая вот это все организовала, пригласила меня. И мы все вот саха-кинематографисты приехали сюда со своими фильмами. И мне кажется, очень мы хорошо представили свою республику и как бы открыли Азии новый как регион и новое кино. Мне кажется, вот наши фильмы, например, короткометражные, очень интересные, да, например, очень такие глубокие, философские. Мне кажется, и мой фильм тоже очень понравился, так что я очень рада, что сюда приехала и поучаствовала в таком большом интересном форуме. Мой фильм зритель воспринял очень хорошо, мне кажется, да. Вопросы были, но поскольку в этот день как бы был день такой, представили мы Саха-кино, поэтому пообщаться сильно вот с зрителями не удалось, но такое вот ощущение вот после фильма, например, да, встречались, потом наших ребятам вот говорили, что его дочь очень понравился вот этот фильм, да. Так что я очень рада. Конечно, были проблемы с видеоизображением, не очень хорошего качества, да, был фильм. Но все-таки, мне кажется, сюжет тут главное у меня в моем фильме, поэтому я надеюсь, что корейский зритель, который вот полный зал был зрителей, так что я надеюсь, им фильм понравился. Ну, по отзывам понравился, так скажем.
На показах наших фильмов было очень много зрителей, что очень удивило корейскую культуру, да, что, оказывается, есть такой интерес. И им было очень интересен вообще наш кинематограф. Вот. И еще задавали очень много вопросов, очень такие умные, можно сказать, вопросы, которые не везде услышишь. И это очень радует, что уже возник интерес к нашему кино, и уже в будущем будут знать о якутском кинематографе уже скорее, да, и уже интересуются, будут ждать новых фильмов. Еще во время кинофестиваля мы познакомились со множеством кинематографистов из разных стран Азии, из Филиппин, из Индонезии, Тайваня, там, Бангладеш, Индия. Очень много кинематографистов собралось здесь, и есть вообще интерес, да, к нашему региону, и в будущем, возможно, кто-нибудь захочет снять с нами продукцию. Вот. Контакты наладили, будем работать дальше. У нас было много разных встреч, знакомств, полезных очень. И наша делегация, значит, сделала прием для участников кинофестиваля. И этот прием тоже прошел очень полезно и с большим успехом. И все, кто приходил на наш вечер, ушли очень довольные. Наши ребята уже начинают получать письменные предложения, чтобы представили свои фильмы на другие кинофестивали. Пусанский международный кинофестиваль – это один из самых популярных и по рейтингу очень высоких фестивалей во всей Азии. Сюда приезжают очень именитые режиссеры, продюсеры. И данный фестиваль пользуется большой популярностью для кинематографистов всего мира. Они с удовольствием отправляют свои новые картины в конкурсную программу и просто спецпрограммы. Поэтому этот шаг, который мы сделали, мне кажется, имеет большую перспективу для будущего развития якутского кино. И мы как бы сделали, открыли ворота, протороли дорогу для будущих наших молодых кинематографистов. Мне кажется, в будущем эксперты и отборщики кинофестиваля будут относиться с большим интересом, вниманием на те проекты, которые придут сюда из Якутии. Вот. Ну, я очень благодарю свою команду, которая со мной, во-первых, съездила. Это наши режиссеры, кинематографисты. Конечно, получилось так, что не все поехали. Но и те, которые поехали, они очень достойно представили свои картины. Каждый отвечал после фильма на вопросы зрителей. Конечно, они все впечатлены масштабом кинофестиваля. У всех осталось, надеюсь, в памяти приятные воспоминания останутся. И я хочу сказать, чтобы ребята вперед, продолжайте работать, потому что впереди еще новые границы, новые горизонты, которые мы должны, эти, скажем, горизонты взять, да, подняться на другой. То есть у нас уже есть копилка и Берлинский кинофестиваль, слава богу, тоже он получился у нас в феврале. Сейчас вот Пусанский фестиваль дважды. Я думаю, что другие большие крупные киноплощадки тоже у нас будут. Но тут может задаться вопросом, фестиваль это одно, а вот прокат это другое, да, то есть многие мечтают выйти в прокат вне рамок региона.
Но как раз таки вот такие моменты, как участие на международных кинофестивалях, это дает возможность встретиться с людьми индустрии. То есть там бывают различные дистрибьюторы, байеры, да? То есть есть возможность пообщаться с ними, заинтересовать в будущем. Дело в том, что все нахрапом не получается. То есть некоторые мечтают вот взять и продать кино в Китае, взять и продать кино в Корее. Такого пока, мне кажется, на моей памяти нет опыта, чтобы нахрапом люди приходили и продавали картину. То есть сначала должно быть целенаправленное промо. То есть то, чем мы занимаемся, промоушен, продвижение. Только когда ты даешь о себе знать, стоит конкретная вот, скажем, точка на карте азиатского кино или вообще мирового кино, что есть Якутия, да, Саха-кино, уже дальше с нами будут считаться и уже будут интересоваться. Я верю в это, верю, что светлое будущее ждет якутское кино. И я очень рада, что как бы способствовал тому, чтобы все это реализовалось. И спасибо моей команде. В первую очередь я хочу поблагодарить киноведа Сергея Нашкина, который помог написать мне программу, в смысле книгу о якутском кино. Я очень хочу поблагодарить других авторов. Это Антона Долина, Любовь Борисову, Альбину Данилову, которые бросили все и помогли составить эту книгу. Также Мария Кувшина помогала нам. Очень хочу поблагодарить команду переводчиков во главе Ильны Филипповой. Также очень хочу поблагодарить команду техническую в лице Степана Бурнашова, который за короткое время подготовил все файлы. То есть технически, конечно, у нас были какие-то проблемы, потому что все-таки мы немножко, я не скажу, отстаем. Просто у нас есть моменты, когда не все до конца понимаем. Там форматы, различные субтитры, какого они шрифт, какие должны быть правильные субтитры. Но мы все это как бы на себе испытали, мы все это преодолели, и достаточно хорошо были показаны картины. Вот. Также я очень хочу поблагодарить, в первую очередь, это Департамент внешней связи, который одним из первых откликнулся от правительства помочь этой программе. Конечно, нашему родному Министерству культуры, которые поддержали, и спонсором в лице LG International в Якутске, господин Ким, нашему родному и любимому кинотеатру «Лена» в лице Аллы Андреевны Якушевой, и компании «Джол», которая предоставила уникальный подарок директору кинофестиваля мисс Кang Со Юн. Она является одной из самых известных актрис корейского кино, звездой. И она также является и лицом кинофестиваля, и директором фестиваля. И вот мы не смогли, конечно, поймать это в кадр в момент вручения, потому что не лично ей передавали через помощника, потому что все-таки она звезда и вот ограничена контрактами. Но подарок был передан. Я очень благодарю компанию «Джол», что они эксклюзивно сделали для нее прекрасные серьги из якутских бриллиантов и хромдиопсида. Спасибо. Вот и закончился 22-й Пусанский международный кинофестиваль, где впервые якутское кино было представлено в отдельной специальной программе «Саха-кино. Мир магической природы и мифов». Поздравим наших кинематографистов с этой победой и пожелаем им новых творческих успехов.